правильная информация дается. Но это, видимо, связано с тем, что мы читаем только свои собственные выступления. Я выступал и говорил об этом на круглом столе несколько дней назад, это было 24 кейджи. Я выступал, значит, на сайте Коньюз, высказывал свою позицию в других местах. Более того, когда был руководителем правящей коалиции, я также выступал и высказывал свою позицию. Поэтому в течном виде, значит, не буду повторяться по другим вопросам. Я повторю то, что я говорил ранее. Первое. Я за изменение действующей Конституции, и это я официально предлагал, будучи председателем правящей коалиции. Но эти изменения вошли в тот проект, который предлагает аппарат президента. На 99-99% нет. И поэтому я с ним не согласен. Я об этом говорю и хочу еще раз повторить. Второй момент. Почему я выступаю за изменения? И почему надо это делать быстрее? По одной простой причине. И вчера об этом, или позавчера об этом официально во всеуслышание на всю страну заявил руководитель аппарата президента. О том, что такая ситуация сегодня сложилась благодаря вот этому разделению полномочий между премьером и президентом, что сегодня президент вынужден взять власть в свои руки. Вынужден. Это он об этом сказал. Хорошо или плохо, я сейчас об этом говорить не буду. Я говорю о, значит, сути вопроса. Таким образом возникает, после того, как коалиция в смысле распалась, я не распалась, а был новый состав парламента, после этого где-то полгода назад я с учетом замечаний Венецианской комиссии пересмотрел и внес новый проект на рассмотрение лидеров фракций, уже не будучи депутатом, и в аппарат президента. Там уже я предлагал совершенно другую модель парламентской формы правления, где президент не избирается всенародно. Вот эту модель я предложил. И что еще один такой важный момент я хотел отметить. Почему мы должны все-таки выходить на референдум? К сожалению, статья 114 говорит о том, что другого способа изменить Конституцию сегодня нет. Только через референдум. Я понимаю и согласен с многими, что на всенародное обсуждение выносить вопрос, взять весь законопроект, с частью из них кто-то не согласен, с частью согласен, это неправильно. Но такова реальная ситуация. Чтобы изменять надо, и, к сожалению, изменять надо через референдум. Нет другого способа. Почему надо изменить? Еще раз хочу сказать. У нас сегодня в самом деле образовалась своя власть. И в народе, вы сами заметили, мы сами, будучи депутатами, когда стали рассматривать вопрос, кому отдать внешнюю политику, подумали, сказали, но не может премьер-министр каждый год меняться. Почему он меняется? Это я сейчас тоже объясню. И мы решили, да, есть кто-то один постоянно действующий, значит, представитель государственной власти в лице президента. Давайте ему отдадим внешнюю политику. Кроме того, нас, если честно говоря, может быть, микрофон поменяем, да? Я выключу. Так. Я выключу. Нет, Я здесь должен самокритично сказать о следующем. Ну, во-первых, я не был сразу, значит, в правящей коалиции, мы были в оппозиции, где-то там последние 2 года мы вошли в правящую коалицию. Как меняется премьер-министр? Да очень просто. Коалиция распадается, и новый премьер-министр. Да почему распадается, Акбарович? Распадается очень просто. Распадается очень просто. Распадается очень просто. Это внутренние парламентские интриги. Откровенно надо сказать. Не понравился. Есть какие-то другие моменты. Я не хочу сейчас говорить. Не понравился кому-то Бабанов. Решили его убрать. Каким образом? Очень просто. Коалиция распадается. Но сам не парадокс, а проблема в следующем. В течение 15 дней мы должны избрать нового премьера. И вот здесь, я не говорю там хорошо или плохо, я говорю о проблемах, юридических проблемах. В течение 15 дней начинаются интриги. Каждый хочет вылезти, начинается советоваться. Конечно,
роль аппарата президента тоже определенную роль играет. Надо прямо сказать. Влияние есть. Появляется другая кандидатура, Сатыловдив. Через некоторое время кто-то говорит, зря убрали Бабанова, значит, лучше бы он оставался по-прежнему. Потом происходит следующая смена коалиции, опять жалеют о прежнем примере, сейчас другие говорят хорошо и так далее. Это очень плохо. В связи с этим вот в новом проекте было следующее предложение, вот мы с членами тоже обсуждали в нашей партии, и сказали о том, что если коалиция распадается, то премьер-министр должен доработать до отчетного периода и отчитаться. Пусть коалиция распадается, тогда они уже будут думать, есть смысл. Это первый посыл, который мы записали, первое положение. И второе положение в нашем проекте мы записали. Мы взяли опять-таки, исходя из опыта, вот 5-летнего опыта мы взяли, ни один премьер не отчитался за 5 лет. Ни один. Поэтому сказали, будет интриги, коалиция распадается, но премьер должен отчитаться. Вот тогда будет видно. И он достойно может уйти, в конце концов. И второй посыл, который мы взяли из Конституции Германии. Решили убрать премьер-министра, ну а потом, чтобы не было интриг, в Конституции Германии записано следующее. Определите сразу же, кто будет следующий премьер. Вот тогда уже начинают люди думать, а нужно ли менять Шилу на Муну? Сегодня, если мы при этой Конституции оставляем, сегодня, что может произойти? Сейчас об этом тоже говорили. Я раньше об этом говорил несколько раз и постоянно говорю. Можно хвалить Атамбаева, можно не хвалить Атамбаева за стабильность и так далее. Можно хвалить прежний состав парламента, что мы не допустили. Все от парламента дрались, но зато на улицах было спокойно. Но в конечном итоге все-таки стабильность надо благодарить, во-первых, наш народ. Это надо сразу об этом сказать. И второй момент, почему у нас стабильность, это просто страх перед повторением событий 2010 года. Страх перед новым кровопролитием. Люди боятся, и поэтому никто, я уверен, на 100% сейчас на это не пойдет. Никто. Я вас уверяю, ни один, даже не здоровый, даже самый тупой политик на это никогда не пойдет, чтобы проливать кровь. И народ никогда не поддержит. Выйдет один, его пристрелит, и на это все завершится. Поэтому в этом плане после кровопролития 2010 года стабильность еще определенное время у нас будет. Но возникает вопрос, если придет следующий президент, как я неоднократно говорил, и более жестко могу сказать, представитель другой партии не из ДПК. Придет из ДПК, ну, скажем так, будет стабильность. А придет представитель другой партии, однозначно стабильность будет нарушена. Однозначно хочу об этом сказать. Вот в этом угроза сегодня существует. И нужно поэтому желательно вот хотя бы каким-то образом, вот это, то, что у нас двойное правление, надо каким-то образом изменить. Но придет какой-нибудь безвольный там президент, но у него, смотрите что. Или давайте менять другим образом. Если это не получается, давайте делать следующее. Первое. Это в ККНП я предлагал, чтобы эта система занималась только разведкой и контрразведкой. И он не был членом правительства. Ну, по Конституции, если его не трогать, тогда надо забрать у него функции расследования преступлений должностных. Если мы хотим, чтобы там было спокойнее, не было таких моментов напряженных, чтобы не было такого влияния власти. И поэтому, на мой взгляд, вот в этой сегодняшней даже Конституции, вот это заложено, это очень опасно. Я даже помню, один человек сказал, что в этой Конституции заложена, значит, интрига кавказского ханства. И в самом деле, такие интриги у нас и происходят. Других, я статьи не хочу сейчас говорить, статьи 45. А? Если происходит, кто кавказский хан? Ну, кто-то говорит другой, я не буду пальцем показывать, кто об этом говорит. Да. Поэтому вот это главный момент. Следующий момент, это то, что связано, допустим, с Конституционной палатой, связано с другими моментами. Но более того, вот вчера я тоже, значит, услышал, для меня было большим удивлением, когда Фарид Ниязов сказал, это прозвучало, значит, тоже на страницах информационного агентства, что они думают о том, чтобы премьер-министр стал председателем правящей коалиции. Я сразу же обратно взял, зашел на сайт Джокинеша и стал искать,
проекте об этом ничего не сказано. Значит, кто-то это выдумывает, кто-то это об этом говорит, преподносит Фариду Ниязову, и этот весь какой-то орган в лице, может быть, одного человека. Исходя из этого, значит, вывод я какой хочу сделать. Краткий, здесь немного записано по недостаткам этих изменений, потому что я практически по многим из них уже высказался и могу обосновать каждую свою позицию, я не согласен. Но, на мой взгляд, как должно происходить? И вот мы об этом говорили, когда мы были в составе правящей коалиции, что мы посчитали, что прежде всего должен быть соблюден регламент. А это перечисление в течение полугода, раз в парламенте. Второй момент. Для того, чтобы мы приобрели легитимность, должно быть всенародное обсуждение. За счет чего? За счет конституционного совещания с привлечением гражданского общества. Другого варианта нет. И поэтому я предлагал, чтобы мы оттянули это до весны. Чтобы мы до весны оттянули, значит, изменение Конституции. Если конституционное совещание примет решение оставить до 2020 года, значит, так тому быть, но, по крайней мере, уже будущий президент, услышав все проблемы, которые сегодня у нас имеются, он поймет, и уже, может быть, мы хотя бы вот этим разговором сможем какие-то неприятные вещи упредить. Спасибо за внимание.